Мэрия Лайф каждую среду в 19:00. Инстаграм, Фейсбук, профиль One Click Якутск. Подключайся в прямой эфир, смотри, задавай свой вопрос. Какая у вас заработная плата? Не вспомните. Да, не вспомню, не хочу вспоминать даже. Каким вы видите себя в старости? Наверное, прокурором. Добрый вечер. Сегодня 28 февраля, последний день зимы. Вы смотрите Мэрия Лайф, выпуск номер 12. С вами Марика Амосова. Еженедельно, каждую среду подключайся и смотри прямую трансляцию в 19:00. Профиль One Click Якутск в Инстаграме и Фейсбук. А также готовые сюжеты будут размещаться на городском портале One Click Якутск и на площадке YouTube One Click Якутск каждую пятницу. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. В этом выпуске с отчетом о проделанной работе за 2017 год выступит Габайдуллин Николай Сергеевич, начальник административной комиссии. Добрый день. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, о своей работе и какие функции у вас в ней. Административная комиссия является коллегиальным органом исполнительной власти. Задачами административной комиссии в первую очередь является полное и эффективное рассмотрение дел об административном правонарушении. В первую очередь мы руководствуемся Кодексом об административном правонарушении Российской Федерации, то есть процедура вся привлечения к административной ответственности лиц ведется именно в соответствии с этим кодексом, а также мы руководствуемся Кодексом об административном правонарушении Республики Саха-Якутия. За 2017 год административной комиссией рассмотрено в порядке 750 дел. С аналогичным периодом прошлого года мы рассмотрели на 100 дел больше, чем в прошлом году, и с наложением административных штрафов в порядке 9 миллионов. Прежде очередь, конечно, административные мы рассматриваем такие дела, которые предусмотрены Кодексом административного правонарушения Республики Саха-Якутия. Это у нас нарушение покоя граждан, тишину в ночное время, также нарушение правил благоустройства, которые у нас действуют на территории городского округа города Якутск, также уклонение от регистрации домашних животных по размещению торговых точек без специального разрешения. И именно по статье 9.10, это у нас гласит она таким образом, что именно выезд транспортных средств на лед в период введенных ограничений. Это у нас очень так часто бывает, такие дела, особенно это у нас период осенне-зимний период, и также весенний. Я ознакомилась с вашим отчетом, и здесь в результате рассмотрения дел об административных правонарушениях административной комиссии в прошлом году выявлено 173 случаев, вынесено постановление о назначении административного наказания в виде предупреждения. Кому и почему? В первую очередь, я уже повторяю, что мы руководствуемся Кодексом об административном правонарушении Российской Федерации. При назначении этого наказания, это тоже наказание, как и административный штраф, является предупреждением ввиду того, что если имеются смягчающие на тот момент обстоятельства. Это может быть как признание вины, также лицо совершило впервые административное правонарушение. При рассмотрении административного правонарушения данное лицо, которое привлекалось к в отношении которого возбуждено административное производство, он устранил эти нарушения. И таким образом, при отсутствии отягчающих обстоятельств, административная комиссия принимается такое решение, как предупреждение. В случае, если повторного уже этим же лицом будет совершено аналогичное правонарушение, тут, конечно, уже в виде предупреждения лицо уже не обойдется. Там уже будет, как в соответствии с действующим законодательством, будет уже как административный вид наказания, как административный штраф. Давайте приведем пример. Кто может быть, в каких структурах он работает, это частное лицо или административная организация, и за что он может его наказать?
Ну, в первую очередь, это может как физическое лицо, это может должностное лицо. Должностным лицом это у нас является как индивидуальный предприниматель, либо директор данной организации, либо должностное лицо, на которого по должностным инструкциям возложена обязанность именно по соблюдению тех требований, за которые, да, он как бы отвечает. И допустил такое нарушение, не усмотрел. Либо юридическое лицо. Ну, у нас часто очень рассматриваются административные дела в отношении юрлиц. Это управляющие компании, которые ненадлежащим образом исполняют требования правил благоустройства. Это может быть как несвоевременная уборка снега с прилегающей территории, либо с крыши. Также может быть и несвоевременный вывоз твердых и жидких бытовых отходов. Это у нас являются санитарные точки в основном. В отношении физических лиц такие же меры тоже принимаются. Это по частному сектору, если по правилам благоустройства смотреть, то частный сектор, то есть физическое лицо, которое имеет на право собственности земельный участок, да, либо недвижимость, он обязан в соответствии с правилом благоустройства заключить договор с специализированной организацией на вывоз снега и непосредственно мусора. Вот второй вопрос. От отчета постановление о назначении административного наказания в виде административного штрафа комиссиями с отчетом в периоде вынесено 534 на общую сумму 5 миллионов 937 тысяч 500 рублей. Получается, вот штрафы платит организации, и куда эта сумма уходит? Тут нужно будет отталкиваться от того момента, если статья предусматривает за нарушение непосредственно тех нормативных правовых актов, которые были утверждены, ну, прежде, конечно, представительным органом, то или иного органа местного самоуправления. То есть у нас за нарушение правил благоустройства были утверждены нашим представительным органом, то есть нашей городской думой, и также действуют на территории городского округа города Якутска. Все административные штрафы, которые предусмотрены статьей 6.12, поступают непосредственно в бюджет городского округа города Якутска. Но по взыскаемости я хочу отметить, что мы идем уже с каждым годом, у нас исполнение административных штрафов и поступление в бюджет, как и республиканский бюджет, как и непосредственно в бюджет органа местного самоуправления. Идет такая динамика, именно хорошая. С каждым годом все больше мы административных штрафов взыскиваем. Административная комиссия очень близко работает в рамках взаимодействия с судебными приставами. Каждый квартал мы собираемся, сверку проводим ежемесячно именно по исполнительным производствам, которые возбуждены по нашим постановлениям. Это если мы направляем к судебным приставам, в случае того, если в установленные законом сроки в течение 60 дней лицо, которое административная комиссия привлекла к административной ответственности, должны оплатить административный штраф. В случае неисполнения данного срока мы все материалы направляем судебным приставам, и помимо этого также мы возбуждаем административное дело по статье 20.25 КоАП Российской Федерации за неоплату установленных законом сроки административного штрафа. То есть у нас также создана межведомственная комиссия, где мы судебным приставом отрабатываем по всем нашим административным штрафам. И думаю, эта динамика с каждым годом будет все лучше и лучше. Я еще услышала, что вот вы одно из направлений рассказали, зарегистрирование домашних животных. Уклонение от регистрации домашних Уклонение, животных. да. То есть я взяла собаку, она беспородистая, она не имеет документов, да, взяла с приюта, допустим, скажем. Я обязана, то есть, оказывается, регистрировать животное свое. Да, вы обязаны Почему? зарегистрировать данное животное, потому что это требует закон. Это требует закон именно в соответствии с Кодексом о административном правонарушении Республики Саха-Якутия. Ввиду того, что, не дай бог, конечно, если ваша собака в дальнейшем причинит какой-то вред здоровью гражданину, ну, тому или иному лицу, там же, когда вы регистрируете собаку, у вас выдается паспорт, то есть вы, соответственно, ставите прививки, вы как законопослушный гражданин в соответствии со всеми действующими законодательствами идете, обращаетесь в ветеринарию, проставите прививки и так далее.
Но в случае, если даже ваша собака укусила, то в последующем, в дальнейшем, то лицо, которое пострадало, он имеет право обратиться в гражданском процессе в суд для того, чтобы все-таки с вас, чтобы лицо ответило, да, должным образом, чтобы взыскать все те, именно как и вред, причиненный здоровью, так и как и моральный вред и материальный вред, который понес убытки тот или иное лицо, которое пострадало от вашего домашнего животного. И чтобы это все, конечно, контролировать в первую очередь ветеринария, наши должностные лица ветеринарии, они также контролируют, мы с ними тоже в рамках взаимодействуем, они также нам при выявлении в случае таких фактов, они направляют нам материалы в административную комиссию, где мы принимаем меры административного принуждения тем лицам, которые допустили данное нарушение. Следующий вопрос. Рейды по выявлению правонарушений по расклейке объявлений, листовок в неустановленных местах, что является нарушением правил благоустройства городского округа город Якутск. Сейчас идет какой-то бум, все социальные сети обсуждают, говорят о расклейке одного кандидата в президенты. Им не нравится, и это некрасиво. Вопрос. Какие меры были приняты и как будут наказывать правонарушителей? И нашли ли их? В настоящее время по данному факту к нам тоже поступила жалоба от жителя города. В настоящее время административная комиссия проводится административное расследование в части того, что вообще в соответствии с действующим законодательством именно действует на территории республики статья 6.19 Кодекса административных правонарушений Республики Саха-Якутия, где запрещается расклеивание агитационных материалов, не установленных для этого местах. На территории городского округа город Якутск имеется распоряжение, оно датировано ноябрем 2017 годом, где конкретно указаны те места, в порядке 117 мест, где можно именно размещать эти агитационные материалы. В настоящее время административно, я уже повторю, что мы проводим расследование, будем принимать меры к этому кандидату, либо к юридическому лицу. Помимо этого, хотелось бы отметить, что также в соответствии с правилами благоустройства городского округа города Якутск, за это тоже предусмотрена административная ответственность. В случае неустановления факта, то есть лица, точнее, который разместил данный информационный материал, возложение этих обязанностей ложится на собственника строения, сооружения, либо имущество, да, ну, те же самые, если, например, если на моем заборе повесили агитационный материал и не могут установить лицо, которое повесил, то ответственность будет нести тот собственник, на котором, на чьей собственности был размещен данный материал. И вряд ли, то есть я несу за то, например, тот же самый кандидат, который сейчас баллотируется, он бремя ответственности перенес на собственника того имущества, да, строения, здания или сооружения. И вряд ли я как избиратель отдам голос за того кандидата, из-за которого меня оштрафовали. То есть Думаю, мы сейчас пример взяли частного забора. Да. Это могут быть остановки, большие здания какие-то. Да, это будут здания, например, тоже, общественные. конечно, даже, например, на организацию повешали объявление, да, на фасад. В случае неустановления этого лица, кто развесил этот агитационный материал, будет нести бремя ответственности то лицо, то юридическое лицо, которое непосредственно является собственником или обслуживает данное учреждение. То есть сейчас идут разборки? Не разборки, сейчас ведется мы возбудили административное производство по статье 6.19 и по статье 6.12 Кодекса административных правонарушений Российской Республики Саха-Якутия. И думаем, что в кратчайшие сроки лицо уже, конечно, будет на ближайшее заседание административной комиссии привлечено к административной ответственности в виде штрафа. Ну и последний вопрос у нас поступил из соцсетей. Это объясните, пожалуйста, на простых примерах, в каких случаях можно обратиться в админкомиссию. К примеру, сейчас актуальна проблема алкобаров и шума вокруг них в ночное время. Также актуальны проблемы самозахвата участков в городе под гаражи и ларьки.
По поводу алкобаров и также питейных этих заведений и нарушения покоя граждан тишины в ночное время, прежде очередь на территории города Якутска действует нормативный права, где непосредственно регулируется именно по пешеходной зоне те метражи, которые должны соблюдаться. Да, в случае нарушения таких вот требований, то тогда тут уже отрабатывают уполномоченные лица, да, тоже можно и обратиться к сотрудникам полиции, чтобы для принятия дальнейших мер, которые не выдерживают то расстояние, которое предусмотрено данным нормативно-правовым актом. По поводу нарушения покоя граждан тишины в ночное время, в первую очередь нужно обращаться в органы полиции, то есть через 02. Там регистрируется данное сообщение о происшествии. В последующем сотрудниками полиции собирается материал и передается по территориальности в управу для решения вопроса о возбуждении административного производства по части 1 статьи 3.5 КоАП по Кодексу административных правонарушений Республики Саха-Якутия. И административный штраф достигает до 500 тысяч рублей. Хорошо. И также можно напрямую обращаться в административную комиссию, где мы также данные сообщения будем передавать в органы полиции для фиксации данных, чтобы в дальнейшем уже сотрудники полиции знали, что уже неоднократно уже имеются такие факты. И помимо этого, воспользуясь случаем, объясню, что чьи права нарушены соседей, да, то же самое можно сюда отнести нарушение покоя граждан тишины ночного. Вы имеете право запросить, как потерпевший, запросить у административной комиссии материалы, для последующего обратиться в суд о возмещении морального вреда и всех судебных издержек, которые вы понесете в дальнейшем. Уже такая судебная практика имеется. То есть были ситуации, которые были в пользу жителей? Да, постоянно нарушались права и интересы соседей. В дальнейшем лицо, которое пострадало от этих действий, обратилось с иском в суд о возмещении морального вреда и также судебных издержек, то есть это услуги адвоката и так далее, и так далее. И суды удовлетворяют такие иски. Ну а мы переходим ко второму блоку, это блиц-опрос. Блиц-опрос у нас состоит из 11 вопросов. И первый из них: кем вы мечтали стать в детстве? Наверное, прокурором. Какое качество вы цените больше всего в людях, в первую очередь? Открытость. Каким вы видите Якутск через 5 лет? Развивающим, чистым, красивым, и чтобы действительно... И так, конечно, мы гордимся нашей столицей, мы уже видим, что наша столица уже развивается быстрыми темпами, и красивым, здоровым, жизнерадостным. Что вы считаете самым дорогим в вашей жизни? Доверие. И пятый вопрос: какая у вас заработная плата? У меня заработная плата 53 тысячи рублей. Ради чего вы просыпаетесь каждое утро? Чтобы жить дальше. У вас есть возможность оказаться в любой точке Якутии. Что вы выберете? Я все мечтаю съездить куда-нибудь. У нас очень много красивых мест в Якутии, и конкретное место я не могу сказать, но у меня есть такая мечта, что я хочу посетить все наши красивые места в нашей республике. Очень много-много. Определенных нет пока. Пока определенных нет, но думаю, да, они у меня, они есть определенные места, но их очень много. Самое любимое место в Якутске? Проспект Ленина, 15, окружная администрация города Якутска. Замечательно. У вас когда последний раз плакали? Очень давно. Не вспомните. Не вспомню, не хочу вспоминать даже. Когда последний раз смеялись? Сейчас меня... Хорошо. Представьте белую комнату без окон и дверей. Что с собой возьмете? Близкого человека. Каким вы видите себя в старости? Умиротворенным. Хорошо.
Но мы завершили второй блок и переходим к третьему блоку. Наша задача максимально быстро ответить на текущие вопросы «за» или «против». Ипотека, Да, социальные сети, да, подняться на Эверест, да, вегетарианство, да, мост через реку Лена, да, iPhone, да, прыжок с парашютом, да, риск, да, стабильность, конечно. единая школьная форма, Нет, моногамия, да, полигамия. да. На этом мы завершаем наш третий блок. Это «За» или «Против». Напоминаем, каждую среду подключайся в 19:00, профиль OneClick Якутск, Instagram и Facebook и задавай свои вопросы. Ну а на следующей неделе выступит с отчетом руководитель управления Октябрьского округа Илин Александр Александрович. Ну а вас мы хотим попросить сказать пожелания городу Якутску от имени административной комиссии. Ну, в первую очередь, конечно, я бы хотел бы обратиться ко всем юридическим лицам, чтобы, так как у нас уже на территории городского округа города Якутска объявлен трехмесячник санитарной очистки, чтобы своевременно был вывезен снег, также очищены наши, как и улицы, придомовые территории от льда. Также хотелось бы обратиться ко всем лицам, которые развешивают агитационный материал сейчас в преддверии самого главного дня, 18 марта, чтобы соблюдали те требования, которые предусмотрены действующим законодательством. Ну а мы вам хотим сказать, подписывайтесь и ставьте лайки. До скорой встречи!